Я обвинения не признаю, никогда не признавал. Это не только моя принципиальная позиция, а это истина. Я взятку ни у кого не брал. Я Фаттах Энгель Навапович, родился 12 июня 1961 года в деревне Чишма Актанышского района в многодетной семье. Отец мой 46 лет работал учителем начальных классов. Он был очень уважаемым человеком среди односельчан. Мать колхозница, женат, имел 3 детей и 9 внуков. Я 20 лет руководил Актанышским муниципальным районом. 5 лет работал министром образования и науки и вице-премьером Республики Татарстан. Актанышский район, он непростой район. Это родина первого президента Минтимира Шариповича Шаймиева. Награжден 7 высшими наградами Республики Татарстан, в том числе орденом за заслуги перед республикой, медалями Российской Федерации, имел почетные грамоты президента страны Владимира Владимировича Путина, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации. Я благодарен первому президенту Минтимиру Шариповичу Шаймиеву. Он 36 лет меня назначил главой района, был моим учителем, фактически вторым отцом. Огромное спасибо Рустаму Нургаличу Миниханову. Он назначил меня на должность министра образования и науки, и при мне же Рустам Нургалич повысил эту должность до уровня вице-премьера Республики Татарстан. Во время работы он всегда поддерживал меня и очень помог мне в личном плане. Но в республике есть силы, которые меня терроризируют уже 16-17 годов. Эти силы помогли меня снимать с должности министра образования. Споры вокруг татарского языка были хорошим поводом для этого. Эти силы сняли меня с поста главы района. Год оставался до пенсионного возраста. Заставили написать заявление об уходе с поста с формулировкой, что я дальше не могу руководить районом. После 20-летней успешной работы на этом посту при мне район был всегда в числе передовых. Поводом стал срез креста на кладбище села Актаныш. По моему мнению, это они сами организовали. В республике и до этого были случаи даже поджога церквей, но в этих районах никто не пострадал, как я. После этого хотел продолжить свою трудовую деятельность в качестве директора школы гимназии для одаренных детей. Это школа единственная в республике, республиканского значения. Я много сил отдал для создания этой школы райцентра Актаныш. Хотел продолжить реализацию своего проекта по системе одаренных детей. Хотел передать свой опыт на посту министра образования для детей Актанышского района, но мне отказали, мотивируя тем, что новый глава против. А он не только был против, вообще дал команду директору не пускать меня через порог этой школы, мной же созданной школы. После этого начал работать руководителем хозяйства своей родной деревни при поддержке Рустама Нургалича Миниханова, за что ему опять огромное спасибо. За 3 года агрофирма Чишма вышла на первое место по всем показателям рейтинга хозяйств района. Заработные платы работников выросли до 70 тысяч рублей. Думал, все успокоились, дадут мне спокойно работать в своей родной деревне. Нет, я ошибся, не успокоились. 21 мая 24 года, заполнив пустовые документы, меня арестовали. Те документы, на основании которых меня задержали, в деле нигде нет. Оказывается, они все были ложные. Следствие велось очень грязно. Многие свидетели под угрозой дали ложные показания против меня. Даже Марат Ахметов, бывший министр сельского хозяйства, вице-премьер, не признает свою подпись. 100% вариант.
Про Муртазина, Нагимова, Гайнуллина, Кустовой я и говорить-то не стану. Они все дали ложные показания, просто их заставили. Я обращаюсь к прокурору нашей республики, Суярголову Альберту Закиевичу. Почему он видит в каждом человека коррупционера, краховора, криминала? Он же прежде всего должен быть гарантом прав свобод каждого гражданина нашей республики. Как он может подписать бумагу обвинительные заключения, где половина фактов лживые? Ладно, Следственный комитет про меня сказку сочинял. Но прокурор-то должен был разобраться в достоверности этих фактов. Прямо как басня Крылова нашли главного коррупционера Республики Татарстан. Это дело заказное. Об этом мне сами сказали члены следственной группы. Муртазина, Нагимова, Кустова, Гайнуллина — это пешки только в этом большом деле. У меня с ними никогда никаких проблем не было. Я людям доверял. Я честно, добросовестно 20 лет трудился, руководил районом, поставив перед собой задачу сделать район процветающим, одним из лучших перспективных районов республики. Хотел создать условия для развития подрастающего поколения, для развития личности, что родина первого президента Митима Шариповича Шаймиева по всем показателям всегда должна быть в числе передовых. Да, я не пустил район инвесторов, просто хотел сохранить обычный уклад жизни наших населенных пунктов. Хотел сохранить колхозы. Район специфический, это единственная республика почти 100% чисто татарским населением. Я не ошибся. Я себе ничего не оформил. Если им не хватает богатства, пусть забирают мое крошечное хозяйство. И весь район, теперь им там никто не помешает. Да, многие меня предупреждали, что в будущем меня ждут тяжелые времена. Но я никогда не поменял своей жизненной позиции. Я ни перед кем не подхалимничал. Я обиду себя никому не давал. Я всегда защищал свою принципиальную позицию. Я не предавал никого, как Фаиль Камаев. Я преступлений не совершал, тем более взяток не брал. Честно, добросовестно трудился на благо республики, на благо района. Уверен, суд во всем разберется. Это не только моя принципиальная позиция, а это крик моей души. Все, спасибо.